по безопасности и стабильности в Закавказье. И это, конечно, прорыв, это важно. Как идут эти дискуссии и каковы тенденции сейчас переговорного процесса? Приветствую вас, уважаемый Владимир Рудольфович, и всех наших зрителей. Действительно, мы участвуем, имеем представительство в международных женевских дискуссиях. Это пока что единственный международный формат, где Республика Абхазия имеет представительство. В этом формате мы выступаем единой командой с Российской Федерацией, с Республикой Южная Осетия, координируем наши действия. К огромному сожалению, на данный момент в связи с международной геополитической ситуацией у нас, конечно, происходит стагнация на площадке женевских дискуссий, но тем не менее мы надеемся на то, что у нас получится добиться главного результата на площадке этих дискуссий. Какой главный результат? Это, безусловно, подписание взаимообязывающего соглашения с Грузией о неприменении силы. Это выход на признание государственного суверенитета Республики Абхазия со стороны Грузии, ведь вы понимаете, до сих пор западники считают, что мы сепаратисты, что мы от кого-то отделились. Мы ни от кого не отделялись, мы суверенное государство. У нас есть конституция, принята в 1994 году Верховным Советом Абхазии. Мы суверенное, правовое, демократическое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение. Это первые строки нашей Конституции. Поэтому мы будем бороться с нашими оппонентами, с нашими, можно сказать, попросту врагами, которые нам оппонируют, и будем добиваться справедливости. Я считаю, что мы вместе с Российской Федерацией и с нашими осетинскими братьями и друзьями добьемся этого результата и будем спокойно работать на площадке этих дискуссий. Ну, как я понимаю, в частности, в результате ваших усилий и президента Республики Абхазия расширяются и контакты. В том числе сейчас очень активно идут усиление контактов со странами Ближнего Востока. Совершенно верно. Мы с главой государства активно работаем над этим. Прежде всего, главное наше опорное посольство находится в Сирийской Арабской Республике. Мы совместно с сирийскими братьями как раз разрабатываем стратегию активизации нашей работы на Ближнем Востоке. Мы работаем и с Ливаном, мы работаем и с представителями Афганистана, мы работаем и с представителями ряда других государств, называть которых я не очень хотел бы, в связи с тем, что наши оппоненты эту информацию обязательно используют. Ведь, к огромному сожалению, представители Грузии пытаются блокировать наши международные контакты. У них это не очень получается, но тем не менее они пытаются это делать. Но мы нашу решимость подтверждаем на расширение контактов. И сегодня один из приоритетов, это, безусловно, как вы справедливо отметили, при поддержке главы государства, это Ближний Восток. Будем активно над этим работать совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации. При этом страшная трагедия в Сирии и в Турции, но Абхазия не осталась в стороне. Да, совершенно верно. Мы работали активно по Турции. В Турции, напомню, огромная абхазская диаспора, это сотни тысяч человек. Наш представитель в Турции выезжал на места компактного проживания наших соотечественников, и мы оказывали им посильную гуманитарную помощь. В Сирии тоже активно работает наш посол. По поручению главы государства мы сейчас прорабатываем приобретение специальных модульных домиков, десятков этих домиков для того, чтобы пострадавшие семьи могли там проживать хотя бы временно. И планируем с Турцией активизировать наши контакты, планируем туда поездки. Я уверен в том, что наши отношения будут развиваться. С Турцией у нас дипломатических отношений пока нету. С Сирией мы развиваем успешно эти дипломатические отношения. Совсем недавно президент Абхазии говорил по телефону с президентом Сирии господином Асадом, выразил ему сочувствие. Ваш покорный слуга присутствовал на этом телефонном разговоре. Господин Асад отметил, что огромное количество детей получили психологические травмы в результате этой трагедии, и наш президент пригласил детишек посетить Абхазию для того, чтобы отвлечься, для того, чтобы их поддержать. И президент Сирии отметил, что
воспользуется обязательно такой возможностью. Поэтому у нас хорошие дружеские связи и межгосударственные связи на очень высоком уровне. Но при этом и связи России с Абхазией тоже очень, я бы сказал так, комплексные и на самых разных уровнях. То есть мы хорошо знаем